Здравствуйте, с вами Юлия Решетникова, учитель логопед и мой помощник Макар. Поздоровайся, Макар. Привет. Сегодня я вам покажу упражнение с Макаром на развитие связной речи с помощью сказок. Для этого мы подготовили вот таких вот наших персонажей. Давай, узнаешь сказку? Репка. Хорошо? Будешь репкой? Держи репку. Как там было? Дед посадил? Что посадил? Репку. Выросла репка большая-пребольшая. И дед решил сорвать ее. Тянет, потянет. Давай вместе. Держи. Тянет, потянет. Тянет, потянет. А вытянуть не может. Позвал дед кого? Кого позвал? Бабку. Тянут, потянут. Тянут, потянут. А вытянуть не могут. Позвала бабка кого? Внучку. Тянут, потянут. Тянут, потянут. А вытянуть не могут. Позвала внучка жучку. Тянут, потянут. Тянут, потянут. А вытянуть не могут. Держи. Так. Позвала жучка кого? Кошку. Тянут, потянут. Тянут, потянут. Не могут. Позвала кошка мышку. Тянут, потянут и вытянули. Молодец. Теперь ты можешь сам рассказать мне эту сказку? Нет? Давай вместе. Хорошо? Сначала что произошло? Да, дедушка посадил репку, да? А потом тянет, потянет. И что? Не может? Нет. Да, не может. И кого позвал дедушка? Кого позвал? Ребенку надо постоянно задавать такие наводящие вопросы. Кого позвал дедушка? Бабку. Тянут, потянут. Что? Не могут. А бабка кого позвала? Внучку. Тянут, потянут. Тянут, потянут. Что? Не могут. Внучка кого позвала? Кого позвала внучка? Жучку. Тянут, потянут. Тянут, потянут. Что? Могут или нет? Нет. Нет, не могут. Жучка позвала кого? Кошку. Тянут, потянут. Тянут, потянут. Что? Да, не могут. Кошка позвала кого? Мышку. Тянут, потянут. Тянут, потянут. И что случилось? Вытянули. Отлично, молодец. Сегодня мы вам показали одно из упражнений для развития связной речи с помощью сказки. Детям очень нравится использовать предметы какие-нибудь для восстановления сюжета сказки. Вы можете потом изменить что-то для себя, например. А что изменилось, да? Вместо мышки, например, можно сказать, что курочка прибежала, а ребенок должен сказать: нет, там была мышка. То есть можно менять сюжет сказки иногда, чтобы ребенок именно запомнил саму сказку первозданную. И потом уже постоянно задавать вопросы ребенку, чтобы ребенок уже потихоньку начал раскрываться и говорить. С вами была Юлия Решетникова и Макар. Пока! Пока.